Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшившара. Сегодня в программе «100 лет на страже рубежей». Абхазские и российские пограничники отмечают профессиональный праздник. Чего мы ждем от форума? 2 июня в Сухуми пройдет первый национальный форум «Стратегия Абхазии-2015». Летний отдых для детей. Каковы предложения? Актуальный репортаж программы. Сегодня в Абхазии отмечают День пограничника. В аллее пограничников на Сухумской набережной прошли праздничные мероприятия по случаю столетия погрануправления ФСБ России. В них принял участие президент Рауль Хаджимба. 100 лет назад, 28 мая 1918 года, декретом Совета народных комиссаров РСФСР была учреждена пограничная охрана. В 1958 году Советом министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы принято постановление об утверждении 28 мая Дня пограничника. Целый век отделяет поколение первых пограничников от нынешних защитников рубежей. От первой заставы до современных, технически оснащенных, благоустроенных военных городков пограничных подразделений. Начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин отметил, что после подписания между двумя странами соглашения в апреле 2009 года о совместных усилиях по охране государственной границы республики подразделения управления приступили к службе на государственной границе Абхазии с Грузией, и по сей день они успешно с этим справляются. Важным событием в истории пограничных органов стало соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерации о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. Сотрудники управления в тесном взаимодействии со службой государственной безопасности, правоохранительными и государственными органами, с народом Абхазии последовательно наращивают надежность охраны государственной границы, обеспечивая и доказывая суверенитет страны. Это постоянно тяжелый совместный труд. Позвольте выразить слова благодарности руководству страны, лично президенту страны Раулю Джумковичу, руководству, сотрудникам правоохранительных органов, всем присутствующим здесь за нашу совместную работу, за существующий уровень взаимодействия. Поверьте, мы это видим, ценим, благодарим и будем наращивать усилия в дальнейшем. В истории пограничной службы множество этапов, которые вместили в себя создание самой пограничной охраны и охрану государственной границы в условиях гражданской войны. Сегодня пограничная служба ФСБ России является одним из ключевых элементов системы обеспечения национальной безопасности. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил офицеров погранслужбы с профессиональным днем и отметил их нелегкий труд в важном деле охраны границ. Встав на защиту рубежей нашего государства, сотрудники пограничного управления ФСБ Российской Федерации в тесном взаимодействии со службой государственной безопасности Республики Абхазия и другими правоохранительными органами надежно обеспечивают территориальную целостность нашей страны, незыблемость ее границ. Доблестные российские и абхазские пограничники решительно противодействуют любым попыткам агрессии и терроризма. Мы по праву гордимся тем, что пограничники Абхазии, получившие боевую закалку в Отечественной войне народа Абхазии и в тяжелое послевоенное время, сегодня вместе с боевыми друзьями из дружественной России преданно служат интересам совершенствования боевой выучки молодых доблестных защитников Родины. Ваше мужество, выдержка и профессионализм, уважаемые пограничники, заслуживают всеобщего уважения. Хотел бы от всей души поздравить вас с Днем пограничника, знаменательной датой, столетием создания погранвойск. Желаю вам отличной службы, высокой боеготовности, мира, спокойствия и благополучия на благодатной абхазской земле. Сегодня сотрудники пограничных органов надежно охраняют государственную границу, успешно борются с международным терроризмом, трансграничной преступностью, контрабандой, наркотиками, незаконной миграцией. В ходе службы вы и ваши коллеги не раз проявляли героизм, профессионализм и верность своему долгу, порой ценой своей жизни. Мы никогда не забудем подвиг ваших боевых товарищей, подполковников Квитко Василия Борисовича, Нарцисяна Эдуарда Рафиковича, старшего прапорщика Удальцова Андрея Андреевича, которые отдали свои жизни при защите государственной границы и обеспечении безопасности Республики Абхазия.
По окончании митинга были возложены цветы к памятнику офицеров погрануправления ФСБ России в Абхазии, погибших в республике при исполнении служебных обязанностей. Затем состоялось торжественное прохождение подразделений погрануправления. Также для гостей мероприятия был организован концерт. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают и абхазские пограничники. В Новом Афоне у мемориала погибшим пограничникам сегодня прошли памятные мероприятия, которые продолжились в Сухуме в расположении погранотряда СГБ Республики. Алика Трапш продолжит тему. Ежегодно в День пограничника сотрудники пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии в Новом Афоне возлагают цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. День пограничника – один из старейших праздников, который отмечают не только в России, но и на постсоветском пространстве. Его история началась в далеком 1918 году, когда 28 мая было создано Главное управление погранохраны. Заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник погранотряда Надар Чичхиани подчеркнул, что каждый пограничник обязан чтить и помнить подвиг своих предшественников. Все пограничники обязаны этот праздник чтить и помнить, потому что без прошлого не бывает будущего. А наше прошлое – это славные традиции советских пограничных войск. Со дня их образования в 1918 году, в тревожные годы для молодой Советской Республики, в то время, когда свой героический долг выполняли первые пограничники советские. И эти традиции мы должны чтить и достойно нести в будущее. Пограничник – это щит Родины. Не каждый способен жить и служить на границе, лишая себя многих благ цивилизации. Пограничники всегда надеются на свои силы и возможности, умеют выживать в экстремальных ситуациях и всегда готовы к встрече с опасностью. Председатель СГБ Республики Зураб Маргания поздравил пограничников с их профессиональным праздником, отметив, что погранотряд прошел очень сложный и вместе с тем славный путь становления. Наша пограничная служба прошла славный путь. От начала становления до высокого профессионального уровня военнослужащих нашей службы. К сожалению, за это время не обошлось без потерь. Тяжелые потери понесли наши пограничные органы, ценой своих жизней защищая нашу страну. В этот день мне бы хотелось вам пожелать мира, здоровья, благополучия. И дай Бог, чтобы количество выходов на охрану границы было равно возвращению. Служба пограничников опасна, трудна, требует большой выдержки и дисциплины. Вот почему пограничники – люди исключительно ответственные и мужественные, настоящие патриоты своей страны. Рудольф Цыба уже 13 лет служит в пограничном отряде СГБ Абхазии. Служение Родине он считает своим священным долгом. Быть пограничником для меня – это священный долг. Это долг перед своей страной, перед своей родиной, перед родными, близкими. Это большая ответственность не только для меня, и также для моих друзей, сослуживцев. Скажем так, я рад служить своей стране, своей родине. Это самое прекрасное, что может быть, я думаю, для каждого настоящего мужчины. Праздничное мероприятие продолжилось в управлении пограничного отряда СГБ Абхазии. Руководитель администрации президента Беслан Барцыц от имени руководства страны поздравил пограничников с их профессиональным праздником. С первых дней создания пограничного отряда Службы государственной безопасности вы стоите на защите интересов нашей страны, ее суверенитета, достойно выполняя возложенные на вас функции. Ваше мужество и выдержка, и профессионализм заслуживают всеобщего уважения. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за честную службу Родине и народу Абхазии. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия. Затем отличившимся пограничникам были присвоены очередные воинские звания. Их наградили грамотами и памятными подарками. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.
2 июня в Сухуме пройдет первый национальный форум «Стратегия Абхазии-2025» на тему «Как обеспечить рост экономики Абхазии». На нем будет представлена программа экономического развития Абхазии, 25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года. Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета. О целях и задачах форума и о том, каких результатов ждут от него организаторы, в репортаже Ирины Аршба. Первый национальный форум «Стратегия Абхазии-2025» – первый из серии тематических форумов, которые пройдут в Сухуме этим летом. В работе форума примут участие представители общественных и политических организаций, ученые, экономисты, а также международные эксперты. Ключевая цель форума – выработать программу действий, поддерживаемую широкими общественными кругами нашего общества, соответственно, для того, чтобы реализовать и постепенно двигаться к долгосрочной перспективе развития нашего государства. Из международных экспертов приглашен глава консалтинговой компании Strategy Partners Александр Идрисов, который, соответственно, помогал разрабатывать программу 25 шагов. Также нами были приглашены известные российские экономисты Евгений Ясин, также был приглашен Рубен Варданян, общественный деятель, меценат, также, который разрабатывал такую же стратегию в Армении. Мы надеемся, что у них всех получится приехать и принять активное участие. Мы надеемся, что они поделятся опытом разработок данных таких стратегий и помогут совместными усилиями решить нашу основную задачу. Стратегическая программа «25 шагов по улучшению условий для развития приоритетных отраслей и кластеров Республики Абхазия» была разработана российской консалтинговой компанией Strategy Partners Group вместе с сотрудниками органов исполнительной власти Абхазии и представителями Московской абхазской диаспоры по поручению президента Рауля Хаджимба в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Абхазии. В данном проекте представлено долгосрочное видение и цели развития экономики Абхазии, стратегические направления развития экономики, а также механизмы реализации программы экономического развития. По выводам авторов программы, ключевыми точками роста экономики Абхазии могут стать имеющий потенциал роста отраслевые сектора, в которых наша страна может быть конкурентоспособна. Например, туризм, овощеводство и плодоводство, рыбоводство, производство продуктов питания, виноделие и производство строительных материалов. Правда, чтобы обеспечить такое поэтапное развитие, необходимо решить множество вопросов. Среди них снижение доли теневой экономики, наличие гибкого налогового законодательства и создание благоприятных условий для инвесторов. Собрать в одной аудитории специалистов с разными мнениями и идеями – это возможность обсудить все спорные вопросы и получить лучший результат, считает министр экономики Адгур Ардзинба. Без программного развития невозможно добиваться успеха, потому что показывает практика других стран. Если есть успех, то он основан именно на программном подходе, увеличении горизонта планирования. И для бизнеса это очень важно понимать, куда государство движется на такой среднесрочной перспективе. Потому что бизнес свою инвестиционную деятельность именно вот таким образом он рассчитывает, определяет. Политико-экономическое пространство в Абхазии у нас оно перенасыщено всякого рода высказываниями, идеями. Вот как раз будет возможность эти все высказывания, идеи обсудить там, в том числе и наряду с этой программой. Поэтому вот такие ожидания. Надеемся, что эта площадка, в числе и других площадок, станет такой отправной точкой для возможности поиска такого консенсуса. Форум пройдет 2 июня в Абхазском государственном университете. Работа будет проходить в 2 сессиях. В начале участники форума обсудят программу стратегического развития Абхазии. Затем с отдельными докладами выступят местные и приглашенные специалисты. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сегодня вице-премьер Республики Роман Шоуа представил коллективу Государственной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору нового руководителя организации Аркадия Джинджи. Роман Шоуа поздравил Аркадия Джинджи с назначением и пожелал совместной плодотворной работы всем сотрудникам ведомства. Ранее 30 апреля, согласно указу президента, Государственная ветеринарная служба Абхазии и Госинспекция по карантину растений были объединены в одну службу.
С завтрашнего дня каждый вторник на канале Абхазского телевидения смотрите обновленный проект «Пресс-центр» с участием руководителей министерств и ведомств, организаций и учреждений республики. Обращаем ваше внимание, что проект будет демонстрироваться в прямом эфире. Для школьников начались долгожданные летние каникулы. Для их родителей вновь стал актуальным вопрос организации детского отдыха. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Ала-Шарбага откроется 18 июня в Сухуме на базе средней школы номер 12. Уже на протяжении 7 лет администрация города Сухум организовывает для детей в летний период оздоровительный лагерь в здании 12-й средней школы. Лагерь называется Ала-Шарбага. Работает в 3 потока, по 2 недели каждый. Лагерь бесплатный для сухумских школьников, финансируется из городского бюджета. Принимаются в него дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети, у которых оба родителя работают. Лагерь будет открыт с 9 утра до 6 вечера. Для детей организовываются ежедневные прогулки на море. Обязательно дневной сон для маленьких детей. Дни будут заполнены познавательными занятиями спортом. Большое внимание уделяется оздоровительным играм, лепке, рисованию, настольному теннису, футболу. Каждый из потоков принимает по 120 детей. Принимаем мы туда детей с 6 до 13 лет. Мы будем работать совместно с МЧС. Дети будут, конечно, ходить на море, купаться, за ними будет присмотр. Летние каникулы уже начались. Большой просторный двор 12-й школы скоро заполнится ребятишками. Как отметила руководитель лагеря Рита Лакербай, за детьми будут присматривать квалифицированные воспитатели. Здесь предусматривается трехразовое полноценное питание – завтрак, обед и полдник. В рацион входят свежие овощи, фрукты, мясо, яйца. Словом, все, что необходимо растущему организму. В разнообразное меню включена и национальная кухня. Мы каждый год стараемся делать то, что им нравится. Ну, определенные рамки, конечно, по санитарным нормам существуют. Конечно, мы исходим из этого, но мы им предлагаем нашу национальную еду. И, в общем, они, конечно, это с удовольствием едят, не отказываются. Ну, каждый год я стараюсь поменять им меню, исходя из прошлогоднего опыта, да, что они едят больше. Иногда больше не котлеты любят, иногда кто-то рыбу. Ну, все это предусмотрено в меню, национальная еда, всякие горячие блюда. Мы очень требуем от наших поставщиков, чтобы и мясо, и птица, и овощи, и фрукты были те, которые вот здесь у нас в Абхазии, да, выращены в Абхазии, поэтому очень мы строго за этим следим, стараемся не брать то, что завозное. Сейчас в школе полным ходом идет подготовка кабинетов под лагерь. Несколько классов на 3-м этаже будут переоборудованы в комнаты отдыха. Уже расставлены раскладушки. К первому потоку все постели будут заправлены детскими разноцветными простынями и наволочками. Одним словом, все как дома. Помимо детского лагеря Ала-Шарбага, в этом году впервые Фондом социального страхования и охраны труда совместно с Министерством образования страны подготовили программу проведения детского оздоровительного лагеря Авейпща в Ауатхаре. Программа одна будет осуществляться Министерством образования, заказчиком является Фонд социального страхования. Туда будут приглашаться дети, которые особо отличились в учебном процессе, плюс дети наших страхователей, то есть работодателей, которые являются плательщиками страховых взносов. Мы будем обращаться к нашим страхователям для того, чтобы предоставили список детей, но это чуть-чуть сегодня мы впервые это проводим, и поэтому в этом году около 100 детей планируем. Вот. И это будет как бы системно, ежегодно будем увеличивать поток детей. В лагере ребенок делает первые самостоятельные шаги, то есть готовится к взрослой жизни, что не всегда удается под крылом слишком заботливых родителей, бабушек и дедушек. Он может не только разнообразить собственный досуг, весело и с пользой провести время, но и завести много новых друзей. Не стоит лишать своего ребенка тех радостей, которые ему сулит пребывание в детском лагере. Надо дать ему шанс в полной мере раскрыть свой потенциал. Рената Шака, Свет Гухава, Абхазское телевидение. В воскресенье 27 мая в избирательном округе номер 14, микрорайон Маяк, состоялись повторные выборы депутата Сухумского городского собрания. Выборы прошли в связи со сложением своих депутатских полномочий Давида Мирзаяна. В голосовании приняли участие 529 избирателей. Явка составила более 31%. Депутатом собрания столицы избран Ираклий Чечхаля.
Он набрал 292 голоса, его соперник Алхаз Кирия – 218. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков. Однако к вечеру возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.